Радиотехнический факультет представляет. История института насчитывает более 200 лет и ведет свое начало с 20 августа 1798 года, когда императором Павлом I в Санкт-Петербурге было основано училище корабельной архитектуры, первое в мире военно-морское инженерное учебное заведение. За это время училище неоднократно меняло свое наименование и дислокацию. Ныне это военно-морской политехнический институт, который до сентября 1998 года именовался Высшим военно-морским институтом радиоэлектроники имени Александра Степановича Попова и лишь в 2012 году стал существовать как военно-морской политехнический институт. В настоящее время институт является самым большим в России высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку инженерных кадров для военно-морского флота и Федеральной пограничной службы, а также инженерных кадров для Федеральной службы безопасности и управления Министерства обороны Российской Федерации. Подразделения института размещены на 3 территориях: в Главном Адмиралтействе, город Санкт-Петербург, в городе Пушкине и в городе Петергофе, уникальных памятниках истории и архитектурного зодчества России. На протяжении многих лет своей истории выпускники института проектировали, строили и обслуживали боевые надводные корабли, суда и подводные лодки, успешно решали задачи освещения обстановки и передачи информации. С практической и научной деятельностью института неразрывно связано становление и развитие российского флота. Из его стен вышла целая плеяда выдающихся ученых, конструкторов, инженеров-механиков, радиоинженеров. Благодаря их научной, практической и педагогической деятельности в России был построен первоклассный парусный, паровой, а затем и ядерный флот. Среди выпускников училища более 100 адмиралов и генералов. Руководит институтом академик Российской академии наук, профессор, доктор технических наук Якушенко Евгений Иванович. В институте имеются все условия для занятия спортом: бассейн, тир, спортивные тренажеры. В процессе учебы можно получить удостоверение военного переводчика. Курсантам прививают командно-методические навыки и дают возможность овладевать инженерной специальностью. Радиотехнический факультет является одним из венцов инженерного дела в военно-морском флоте. Уважаемые товарищи, 1 апреля 2018 года радиотехническому факультету исполняется 70 лет. Факультет готовит для военно-морского флота Российской Федерации офицеров командно-инженерного профиля по военным специальностям, таким как применение и эксплуатация гидроакустических средств надводных кораблей и подводных лодок, применение и эксплуатация радиотехнических средств, применение и эксплуатация средств радиоэлектронной борьбы флота. Радиотехнический факультет в своем составе имеет 3 специальные кафедры. Это 2 выпускающие кафедры, именуемые радиолокационных и оптико-электронных средств, кафедра гидроакустики и 1 кафедра общей военной подготовки, боевого применения средств наблюдения. Также 1 выпускающий учебно-методический сектор, дислоцирующийся в Петергофе, кафедры Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Обучают курсантов факультета высокопрофессиональные мастера военного дела, достойные офицеры военно-морского флота. Начальники всех специальных кафедр – опытные, высококлассные специалисты и имеют ученые степени кандидатов технических наук. На радиотехническом факультете обучаются и проходят военную службу более 300 курсантов с 1 по 5 курс, которые проживают в благоустроенных жилых помещениях и обучаются на современной учебно-лабораторной базе института в новейших учебных аудиториях. Все курсанты полностью обеспечены вещевым имуществом по нормам снабжения Министерства обороны, калорийным и аппетитным трехразовым питанием с элементами шведского стола. То есть имеется выбор всех блюд от 1 до 3 и денежным довольствием от 15 тысяч рублей в месяц. Выпускники факультета распределяются на первичные должности командиров боевых частей, командиров групп подводных лодок, надводных кораблей и береговых частей военно-морского флота Российской Федерации. Личный состав, как и в принципе любой выпускник, по собственному своему усмотрению имеет право выбора дальнейшей службы, то есть он может стать
командиром корабля, командиром крейсера или подводного атомохода. Или быть флагманским специалистом по инженерному профилю. Уважаемые товарищи, двери радиотехнического факультета всегда открыты для тех, кто мечтает связать свою дальнейшую жизнь с военно-морским флотом и с мостиком боевого корабля, с освещением и вскрытием воздушной, надводной, подводной обстановки Мирового океана, а также с боевым применением против противника средств радиоэлектронной борьбы флота. Спасибо за внимание. Курс, подъем! Распорядок дня наших курсантов начинается с подъема и утренней физической зарядки. Утренняя зарядка – один из важнейших элементов распорядка дня. Она не только помогает проснуться курсанту и приготовиться к предстоящему дню, но также влияет на физическое состояние самих курсантов. После утренней физической зарядки курсанты умываются и наводят порядок в ротном расположении, а также на внешнем объекте под четким руководством старшин. После этого производится утренний осмотр внешнего вида курсантов, чистоту обуви, побривку, форму одежды и ее поглажку. Затем курсанты отправляются на завтрак. Хочется отметить, что кормят в институте очень даже неплохо. Рацион подробен таким образом, что курсант получает все необходимые витамины и энергию для учебы. И после всего этого курсант готов начать новый учебный день. Я представляю кафедру радиолокационных и оптико-электронных средств ВМФ. На нашей кафедре мы готовим специалистов по боевому применению, эксплуатации и ремонту радиотехнических средств для военно-морского флота нашей страны. Под радиотехническими средствами понимаются в первую очередь радиолокационные средства и различные виды оптико-электронных средств, такие как лазеры, тепловизоры, телевизионные средства и тому подобное. Наших выпускников на флоте иногда называют глазами корабля, что, впрочем, недалеко от истины, так как в их задачу входит обнаружение всего, что находится над поверхностью воды и земли. Основное предназначение наших выпускников – это служба на кораблях и подводных лодках. Процент ушедших в береговые части, он сравнительно невелик. Уникальность данной специальности заключается в том, что у выпускника нет заранее спланированной карьерной траектории. При наличии тяги к работе с техникой он всегда может пойти по инженерной или научной линии и совершенствовать себя в этих областях. Если он ближе руководства военными коллективами и руки рвутся к рукоятке машинного телеграфа, тогда всегда есть возможность пойти по командной линии, занять место на ходовом мостике корабля или подводной лодки. Среди выпускников нашей специальности есть люди, проявившие себя в обоих направлениях, ставшие адмиралами и генералами. Не все выпускники попали служить в военно-морской флот, часть попала в другие виды вооруженных сил, военно-космические войска, РВСН и так далее, и иные силовые ведомства нашей страны. Но где бы они ни проходили службу, они везде с успехом справлялись с возложенными обязанностями. Отличие от выпускников гражданских вузов у наших выпускников заключается в том, что они готовятся в первую очередь как инженеры по эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Изначально готовятся в качестве управленцев военными или трудовыми коллективами и по окончании гарантированно трудоустраиваются государством. Радиолокация, СВЧ-техника и телевидение давно и прочно вошли в нашу жизнь. Это и различные системы управления воздушным и морским движением, система дистанционного мониторинга воздушного и космического пространства, поиска полезных ископаемых, система охраны объектов, в том числе госграницы, сотовая и телематическая связь, различные виды передачи аудиовизуальной информации и тому подобное. И везде в этих областях нужны специалисты в области радиотехнических средств. С учетом широкого внедрения цифровых технологий и их изучения в период обучения в институте, наши выпускники могут выступать не только в роли разработчиков различных программных продуктов, но и грамотно ставить задачи коллективам разработчиков. С учетом высокого уровня подготовки и достаточной универсальности как специалистов, наши выпускники высоко котируются не только в военной среде, но и среди гражданских специалистов. Радиотехническая специальность предлагает уникальную возможность реализовать себя в полной мере в любой из возможных ипостасей военного или гражданского специалиста. Желающие посмотреть на мир и приобщиться к романтике дальних странствий удовлетворят свои запросы во время дальних походов на кораблях. Те, кому ближе руководство коллективом, откроют себе возможность управлять подразделениями, в том числе очень большими. Те, кто хочет получить хорошую перспективную в будущем гражданскую специальность, они получат ее. Не упустите свой шанс стать по-настоящему востребованным специалистом сейчас и в будущем. Курсанты, помимо военных предметов, таких как теория устройства и живучести корабля, кораблевождение, морская практика, изучают и обычные предметы, такие как английский язык, философия, история и социология. Эти предметы играют важную роль, так как помогают курсантам стать более разносторонней личностью, что поможет им в дальнейшей службе как в работе с личным составом, так и просто в повседневной жизни. Уважаемые товарищи, начальник кафедры гидроакустики, капитан первого морского РУК Олег Николаевич. Кафедра гидроакустики образована 1 июня 1948 года согласно циркуляра начальника Главного штаба военно-морского флота Союза Советских Социалистических Республик от 12 мая 1948 года путем реорганизации цикла специальных средств наблюдения и связи.
История развития кафедры неразрывно связана с историей Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Александра Степановича Попова и Военного института военно-морского политехнического военного учебно-научного центра военно-морского флота Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Образованию кафедры гидроакустики способствовал анализ опыта боевого применения военно-морского флота в период Второй мировой войны и результатов применения противником подводных лодок, ставшими на тот момент основной угрозой флотам стран-участников войны. В 1964 году произведен первый выпуск офицеров гидроакустиков. Интенсивное развитие к концу 70-х, к началу 80-х годов гидроакустических средств военно-морского флота Союза Советских Социалистических Республик, появление на вооружении аналогоцифровых и первых цифровых гидроакустических комплексов и неакустических средств обнаружения подводных лодок требовали массовой подготовки специалистов-гидроакустиков. В 1980 году сформирован в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Александра Степановича Попова отдельный факультет гидроакустический, занимающийся подготовкой высококвалифицированных офицеров-гидроакустиков. В состав факультета на тот момент входило две кафедры гидроакустического профиля. Это кафедра гидроакустических средств подводных лодок и кафедра гидроакустических средств надводных кораблей. Основываясь на боевом опыте применения подводных лодок и надводных кораблей в борьбе с подводными лодками противника, кафедра гидроакустики оснащалась новейшими образцами гидроакустических средств, поступающих на вооружение военно-морского флота. Кафедра гидроакустики является единственной и уникальной кафедрой в Российской Федерации, осуществляющей подготовку специалистов-гидроакустиков для надводных и подводных сил военно-морского флота. Подготовка специалистов с полной военно-специальной подготовкой осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 11.05.01 радиоэлектронной системы и комплексы МГТУ имени Баумана по специализации гидроакустической системы и комплексы. Срок обучения 5 лет с присвоением по итогам государственной итоговой аттестации воинского звания лейтенант и квалификации инженер. Подготовка специалистов со средней военно-специальной подготовкой осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 11.02.02 эксплуатация, ремонт радиоэлектронной техники по отраслям по специализации, эксплуатация, ремонт гидроакустических средств кораблей. Срок обучения 2 года 10 месяцев. С присвоением по итогам государственной итоговой аттестации воинского звания мичман квалификации техника. Подготовка специалистов-гидроакустиков направлена на формирование профессионально важных компетенций, способствующих выполнять ими функциональные обязанности по первичным должностям командиров, инженеров гидроакустических групп для высшего образования и старшин и техников гидроакустических групп надводных кораблей или подводных лодок для специалистов среднего звена. Необходимость и важность решения задач борьбы с лодками, а также диверсионными силами и средствами противника определяет то, что абсолютно все надводные корабли, невзирая на специфику решаемых ими задач, а также все подводные лодки оснащены гидроакустическими средствами. Важность роли, которую играют специалисты гидроакустики в решении боевых задач, определяет тот факт, что только гидроакустик в ходе осуществления поиска подводных лодок противника имеет прямую связь с командиром корабля подводной лодки, а также то, что при обнаружении подводного объекта все дальнейшие действия корабля осуществляются в строгом соответствии с рекомендациями боевого расчета подводной лодки, корабельного противолодочного расчета надводного корабля и акустика, играющая в данном вопросе главенствующую роль. Обеспечение безопасной стоянки кораблей на незащищенном рейде, безопасности стратегически важных объектов Российской Федерации, как то гидроэлектростанции, дамбы, нефтяные вышки, обеспечение безопасности пунктов базирования сил флота от подводных диверсионных сил и средств противника, обеспечение гидроакустической связи и опознавания между надводными кораблями и подводными лодками в районах боевых действий, поиск и обнаружение ПЛ противника, аварийных и терпящих бедствий объектов, мин, торпед, обеспечение безопасности кораблевождения в сложных гидрометеорологических условиях, обеспечение плавания подводных лодок в сложных ледовых условиях и много других задач – это прерогатива специалиста гидроакустики. Для подготовки грамотных специалистов-гидроакустиков кафедра оснащена современными образцами вооружения военной техники, комплексными системами имитации тренажа, гидроакустических комплексах, стоящих на вооружении военно-морского флота Российской Федерации.
Подготовка осуществляется с использованием современных электронно-вычислительных средств на современной учебно-материальной базе, которая ежегодно совершенствуется. На данный момент кафедра способна осуществлять подготовку специалистов современных атомных и неатомных подводных лодок, а также надводных кораблей различных классов. По окончании обучения выпускники назначаются на первичные должности командиров, инженеров гидроакустических групп надводных кораблей и подводных лодок, старшин команд техников гидроакустических групп надводных кораблей и подводных лодок, а также командиров радиотехнических рот, взводов береговой системы наблюдения. Уровень специальной подготовки позволяет выпускникам избрать тот путь карьерного роста, который им наиболее близок. Для имеющих развитые командные навыки это командный путь от командира группы и до командующего объединением, соединением. Для тех, кто имеет навыки инженерной специальной подготовки, это путь по специальности от командира инженера группы до флагманского специалиста или начальника радиотехнической службы флота, а для одаренных в науке – научно-педагогический. На сегодняшний день выпускники кафедры занимают руководящие должности на Северном и Тихоокеанских флотах, Главном управлении глубоководных исследований, Научно-исследовательском центре электронного вооружения и финансово-экономического развития Военно-морского флота, Главном команде Военно-морского флота. Являясь уникальной в своем роде, кафедра гидроакустики с момента своего создания является ведущей в Военно-морском флоте России не только в подготовке квалифицированных кадров, специалистов в области гидроакустики по специальностям высшего и среднего профессионального образования, но и в ряде научных направлений, имеющих прикладное значение. Уважаемые товарищи, приглашаем вас стать частью нашей кафедры и в дальнейшем избрать свою судьбу в виде командиров, инженеров, гидроакустических групп, надводных кораблей, подводных лодок. Спасибо за внимание. Одна из отличительных черт нашего института заключается в том, что курсанты ходят в дальние походы. Дальний поход представляет собой продолжительное нахождение курсантов на корабле в открытом море и океане, где они постигают важнейшие азы морской службы. Курсанты учатся пользоваться секстантом, определять нахождение корабля по звездам, прокладывать маршрут, снимать пеленги и дистанции, а также, что немаловажно, они несут корабельные наряды, дублируя обязанности настоящих офицеров, которые выполняют важнейшие боевые задачи на корабле. Эта практика помогает сложить курсанту представление о службе на корабле и закрепить знания, полученные в институте на практике. У многих курсантов их первый поход оставляет настолько неизгладимое впечатление, что даже вырастая, они не забывают его, как свой первый боевой опыт. В ходе практики они посещают многие иностранные страны и порты, такие как Кипр, Алжир, Францию, Грецию, Норвегию, Тунис, Португалию, Канарские острова и многие другие страны. Именно благодаря этой практике многие настолько влюбляются в море, что окончательно решают связать свою жизнь именно с ним. После учебных занятий курсанты отправляются в свои классы и приступают к выполнению заданий, которые были даны им на занятиях, помогая друг другу, тем самым укрепляя свой коллектив. В институте существует военно-научное общество курсантов, где они могут более глубоко и детально изучить тот или иной предмет, представить свое изобретение или рациональное предложение в области своей специальности. В соответствии с боевым уставом Военно-морского флота, одним из видов боевого обеспечения, наряду с тактической разведкой, радиоэлектронной борьбой, тактической маскировкой, является освещение обстановки. Освещение обстановки организуется и осуществляется в целях обеспечения командира корабля данными об обстановке, необходимыми для принятия обоснованного решения по управлению кораблем, использованию его боевых и технических средств. На радиотехническом факультете подготовки курсантов по данным вопросам занимается кафедра боевого применения средств наблюдения. В ходе обучения у курсантов формируются знания по организации функционирования системы освещения обстановки в военно-морском флоте и требованиям, предъявляемым к ней. Прививаются уверенные навыки комплексного использования радиотехнических средств для обеспечения безопасности плавания корабля, решения задач тактического и боевого маневрирования при выполнении кораблем учебных и боевых задач. Занятия, проводимые на кафедре боевого применения средств наблюдения, носят динамичный состязательный характер. Педагоги кафедры имеют богатый опыт службы на кораблях Военно-морского флота Российской Федерации, который они полностью передают курсантам на учебных занятиях как в аудиториях,
и на тренажерных комплексах института, так и в ходе проведения учебных практик. В ходе обучения в институте под руководством преподавательского состава кафедры боевого применения и средств наблюдения курсанты каждый учебный год совершенствуют свои теоретические знания на практиках на действующих кораблях военно-морского флота. Так, после первого курса на учебном корабле курсанты осваивают обязанности матроса, овладевают всеми тонкостями содержания своего заведования, получают опыт управления шлюпкой на веслах и под парусом, входят в ритм морской службы, изучая на практике корабельный устав военно-морского флота. После второго курса курсанты продолжают совершенствовать свое мастерство в дальнем походе. Практика проходит на учебном корабле с фактическим выходом в море. Общая продолжительность практики может достигать до 2 месяцев. На учебном корабле курсанты неоднократно пересекали экватор, огибали Европу по маршруту Кронштадт-Севастополь, регулярно осуществляли официальные и деловые визиты в иностранные порты таких государств, как Алжир, Великобритания, Испания, Португалия, Кипр, Марокко. В ходе практики обучаемые совершенствуют знания морской навигации и астрономии, осваивают обязанности вахтенного планшетиста боевого информационного центра корабля, решая задачи тактического маневрирования, изучают театр боевых действий и правила поведения в иностранных портах на берегу. По окончании третьего курса под руководством офицеров кафедры курсанты проходят практику на учебных катерах и совершают поход по акватории Балтийского моря. На этой практике обучаемые совершенствуют навыки управления катером, осваивают обязанности вахтенного сигнальщика, рулевого, вахтенного офицера боевого информационного центра корабля. В течение практики катера посещают острова Мощный, Гогланд. По окончании практики курсанты получают право управления маломерным судном с выдачей удостоверения установленного образца. В дальнейшей служебной деятельности выпускники выполняют свои функциональные обязанности на главных командных постах радиотехнической боевой части. В ходе обучения на выпускном 5-м курсе педагоги кафедры прививают курсантам знания и умения по основам комплексного боевого использования радиотехнических средств, выполнение обязанностей вахтенного офицера, что позволяет быстро адаптироваться выпускнику радиотехнического факультета на действующих кораблях и подводных лодках на первичных офицерских должностях. Для проведения учебного процесса кафедра боевого применения средств наблюдения располагает современной учебно-материальной базой, аналоги которой установлены на действующих и перспективных кораблях военно-морского флота. Добро пожаловать на обучение на радиотехнический факультет и кафедру боевого применения средств наблюдения. Пока одни углубляют свои знания самостоятельной подготовки, другие готовятся к заступлению в наряд. Так как институт у нас военный, а значит требует охраны имущества и обеспечения его боеготовности, это является неотъемлемым элементом распорядка дня. Капитан 2-го ранга Корюк, представляю кафедру радиоэлектронной борьбы военно-морского флота. Радиоэлектронная борьба – одна из основных составляющих военной безопасности Российской Федерации. Стремительное развитие вооружения и военной техники, их насыщение новейшей радиоэлектроникой, формирование глобальных информационных сетей предопределяет необходимость совершенствования существующих и создания принципиальных новых средств и систем, способных обеспечивать эффективную нейтрализацию информационного преимущества противника, осуществлять подготовку специалистов для управления ими. Сегодня радиоэлектронная борьба – сложнейшее направление противоборства в мирное время и в период военных действий различного масштаба. От качества ее ведения зависит ход и результат боевых операций в будущем. Организационной и интеллектуальной основой системы радиоэлектронной борьбы являются люди, профессионалы высокого класса. На кафедре радиоэлектронной борьбы военно-морского флота осуществляется подготовка специалистов по применению и эксплуатации средств радиоэлектронной борьбы сил флота. Область деятельности выпускников кафедры направлена на управление подразделением корабля военно-морского флота, боевое применение, техническую эксплуатацию радиоэлектронных систем и средств надводных кораблей, подводных лодок и береговых частей военно-морского флота, поддержание их в заданной боевой готовности, испытание новых образцов радиоэлектронных средств, обучение и воспитание подчиненного личного состава. Объектами деятельности выпускников кафедры являются средства и комплексы радиоэлектронной борьбы сил флота, организационно-технические процессы боевого применения и техническая эксплуатация радиоэлектронных систем и средств военно-морского флота, воинские подразделения надводных кораблей и береговых частей. Выпускники нашей кафедры распределяются по подразделениям в части военно-морского флота на должности: командир группы радиоэлектронной борьбы,
на корабли первого ранга, командир дивизиона разведки и радиоэлектронной борьбы корабля первого ранга, начальник отделения отдельного центра радиоэлектронной борьбы флота, начальник комплекса радиопомех, оперативный дежурный командного пункта отдельного центра радиоэлектронной борьбы флота. Обучение курсантов проходит на современной материальной базе, на комплексах, которые недавно приняты на вооружение и используются. Курсанты изучают радиолокационные, гидроакустические системы и способы постановки помех среди распространения волн этих систем, средства связи и возможности ее подавления, а также способы защиты информации, передаваемой по техническим каналам. Пройдя обучение на радиотехническом факультете Военно-морского политехнического института по специальности применения и эксплуатация средств радиоэлектронной борьбы сил флота, курсанты выпускаются грамотными специалистами с присвоением воинского звания лейтенант и квалификации инженер, способные эксплуатировать сложнейшую технику радиоэлектронной борьбы в военно-морском флоте. Поступайте на радиотехнический факультет и становитесь грамотными специалистами в области радиоэлектроники и управления подразделением. После тяжелого дня, как и любому человеку, курсанту требуется отдых. Это является одним из элементов распорядка дня. Курсантам нашего института очень повезло, так как именно им предоставляется возможность прогуляться вечером по красивейшему городу Петергофу с его знаменитыми фонтанами и не только. Срок обучения в институте составляет 5 лет для высшего военно-профессионального образования и 3 года для среднего военно-специального образования. После обучения курсанты последний раз выходят на плац института в торжественной обстановке и парадной форме, в присутствии высших военных чинов, родителей и близких, получают кортик и свои первые офицерские погоны лейтенанта. Особо отличившиеся попадают на встречу с президентом Российской Федерации.